Мы знаем, что мир не стоит на месте, и все время происходит перемешивание наций и народов, что усугубляет положение татарского языка в нашем мире. Но я верю, что благодаря штабу татар и благодаря нам, нынешней молодежи, мы сможем сохранить и сберечь свой родной язык. На самом деле это будет, конечно же, нелегко, но я верю, что, собираясь здесь и разговаривая на родном языке, и заставляя там, например, своих родных, друзей, близких учить татарский, может, кто-то не знает татарский, но он считает себя татарином, чтобы перешагнуть эту ступень незнания татарского языка, и чтобы все именно знали свой родной язык, будь это татарский, будь это башкирский, чтобы все разговаривали. Также хочется сказать, чтобы ребята ходили в театры, потому что очень часто приезжают именно татарские театры, ходили на мероприятия, опять-таки в штаб татар, ходили, например, в какие-нибудь встречи, очень много концертов татарских происходит в Москве, и башкирские тоже, в ТКЦ очень много разных мероприятий. Именно благодаря нам, благодаря молодежи, мы сможем сохранить. Но это же главное не только сохранить язык, но и сохранить культуру. Поэтому очень важно, чтобы ребята знали именно состав, например, татарской еды, чтобы хотя бы элементарные шпушмаки или там бәлеш, кыстыбый, губадия, чтобы это они знали. А если они будут это знать, то они будут передавать дальше поколениям. А именно мы будем продолжать поколение татар. Именно от нас будет зависеть, как будут наши знать дети и язык, культуру, традиции, обычаи. И хочется сказать отдельное спасибо штабу татар за то, что они проводят на разных татарских праздниках какие-то мероприятия, например, Сабантуй или Навруз. И наши поколения, они будут это видеть и потом рассказывать детям, что вот такие-то праздники есть и мероприятия. И передавая вот это все, весь шарм, все вот это вкус мероприятий, мы сможем продолжить и сделать все, чтобы татары, они не погибли и продолжали развиваться. Как сохранить идентичность башкирского языка? Менің ойлауымша, ең бірінші өзіміздің әрбір халықтың туған тілі өзінің ғаиләһендә булырга тиеш. Улар үзләрен бер-береннән үзләренең туган телендә һөйләшергә тиештәр, чөнки бөтен нәмә башлана гаиләннән. Һәрбер нәмә гаиләннән башлана. Шулай ук телдә һәм мин уйлайм, башкорт телен, башкорт милләтен, башкорт кына түгел, башка милләтләрнең дә төрле үзләренең телдәрен, культуру в целом можно сохранить, только нужно гореть этим, нужно желать, чтобы твои дети разговаривали на своем родном языке, чтобы готовили свои национальные блюда, чтобы сохраняли культуру. Из опыта я могу сказать то, что если в семье говорят на татарском языке, то и ты будешь знать татарский язык. Из этого я исхожу, делаю следующий вывод, что если мы хотим сохранить татарский язык, татарскую культуру, чтобы наши дети были татарами и сохраняли свою самоидентичность, необходимо говорить на татарском языке, праздновать религиозные праздники и также заниматься татарским в школах и, может быть, даже погружаться в татарскую среду. Наверное, это должно исходить из самой семьи, если в семье есть татары, башкиры, и это должно культуре передаваться не просто даже прямо из семьи. Даже то, что мы здесь собираемся, это тоже хорошо, потому что мы узнаем друг о друге, и мы имеем возможность, даже не зная особо хорошо татарского, его тут практиковать, грубо говоря. Потому что, да, любой иностранный язык мы можем практиковать в школе, на кружках, а вот такие языки, как татарский, башкирский, только в кругу людей данной национальности, знающих данные языки. Только здесь, в таких кругах, мы можем его практиковать, и поэтому сохранение как языка, так и культурных ценностей, всех вот этих традиций, оно только возможно в семье непосредственно, так и при частых встречах и общениях с представителями своего народа. Я думаю, что сохранение традиций татарского народа очень помогает проведение времени вместе татар, и здорово, что существует этот штаб. Думаю, что он в этом очень сильно помогает. А также, конечно, здорово поддерживать связь
со своей семьей и сохранять там эти же традиции и потом передавать детям. В этом помогает и штаб татар, потому что здесь как бы изучают молодежь свой родной язык татарский. Здесь поются песни, здесь поются частушки. Как бы этому помогают вот те преподаватели, которые здесь приходят, как бы помогают в этом. И, в общем-то, распространению вот всей этой информации в соцсетях. То есть молодежь смотрит, молодежь интересуется, но это как бы будет сохранять идентичность, да, татарского народа. И как бы, чтобы эти молодежь здесь строит, старается построить свои семьи, и как бы они будут это все передавать своим маленьким детям. И как бы здесь вот все-таки в Москве, спасибо, там, ну, я знаю, что принимал участие тоже и Мали, там в создании татарской школы, которая находится на Белореченской, детского садика. То есть там тоже вот это вся преподносится язык татарский, культура. Я знаю, что там преподаватели хорошие, которые преподают танцы, песни. Но это все как бы будет передаваться последующим поколениям. И как бы, конечно, это все способствует сохранению идентичности татарского народа. Сохранение татарского языка — это особо проблематично в Москве. Это огромный город, глобализация. Здесь все же доминирует культура русского языка, и поэтому татарский язык постепенно теряется с поколением, к сожалению. Также теряется идентичность, потому что с потерей языка человек теряет часть своей идентичности. На самом деле, эта проблема глобальная, она происходит во многих странах со многими народами, и я считаю, что все же важно сохранять свой язык, ощущать свою идентичность. Все же это делает мир более разнообразным, более красочным, ощущать, во-первых, принадлежность к какой-то группе, во-вторых, сохранять свою идентичность. То есть это для многим помогает найти свое место в жизни. И вообще, я считаю, что сохранять язык важно, и как это можно сделать? Во-первых, главное это поддерживать, постоянно слышать этот язык, как с ним общается, как на нем пишет. То есть, и так как сейчас мы живем в эпоху интернета, есть много различных групп ВКонтакте, где можно повзаимодействовать с татарским языком, выучить новые слова. Даже есть курсы онлайн, где может любой выучить язык, кто захочет. Также, я считаю, важно говорить между поколениями и так далее. Например, сохранить язык в семье. Если люди его знают, продолжать его использовать, а не переходить на русский. Несмотря на то, что говорить на русском намного проще, но сохраняя именно татарский язык, можно сохранить идентичность спустя поколения. Все же, я считаю, что это дело каждого, но я считаю, что это в интересах тоже будет каждого сохранить хотя бы часть своей идентичности. Ощущать, знать поначалу некоторые фразы, некоторые слова на языке, а если человек знает это получше, то и слушать песни, например, читать книги и так далее. То есть делать это в более... Не сильно приближаться, не учить язык, возможно, так углубленно и муторно, как в школах, а просто поддерживать хоть какой-то уровень его знания. То есть я считаю, что важно общаться на нем хоть немного и погружаться в вот эту культуру, как в интернете, так и вообще в искусство, в музыку, книги и так далее. Благодаря тому, что в конце 80-х, начале 90-х годов изучению языка, изучению культуры в национальных республиках, в национальных автономиях России стало уделяться большее внимание, а сейчас это тем более усилилось, будет в этом деле прогресс. Но на государственном уровне, на уровне власти тех или иных автономных республик, а люди как-то становятся, ну, особенно молодые люди, если их не воспитывать в семье, они часто забывают о своих традициях. Как сделать, чтобы в семье вот это закладывалось и воспитывалось, честно говоря, я не могу сказать. У нас идеи интернационализма всегда превалировали, начиная с 20-х годов прошлого века. Вот. И считалось, что национализм – это плохо. Я же считаю, по крайней мере, по последние годы, что национализм, если это не пещерный национализм, а цивилизованный национализм, в этом ничего плохого нет. Главное, чтобы не доходило до каких-то стычек, до того, чтобы говорили, вот, одна национальность выше, другая ниже. Этого допускать нельзя. А вот и самоидентификация, она очень и очень важна. И вот в этой связи думаю, что очень многое зависит от роли семьи.
И если в семье воспитывается человек, который знает свои корни, который знает свой язык, который знает свои обычаи, то в конце концов это приведет не к распри, а к тому, чтобы добивались большего совместными усилиями. И это для страны в целом, для России и для автономии, в том числе Татарстана, Башкортостана, это сыграет положительную роль. В Инстаграме у меня есть группа, которая ведется на татарском и башкирском языке. Называется «Рух». И если вы хотите быть в волне нашей татарско-башкирской движухи и не забывать свой язык, то обязательно подписывайтесь в Инстаграме «Рух» на английском. Вот. ruh.ru.